Здесь, в горах, родились, и однажды мы отсюда уйдем. Сердцу мил этот край и младенческой жаждой, и печалью отцовских могил. Поколение 30-х-40-х годов 20-го столетия с лихвой хватили и голод послереволюционных бурь, и холод сибирских морозов, сковавший души лишенных родной земли, тосковавших по этим горам долгие 13 лет, и вновь, волею Всевышнего обретших родные очаги, могилы отцов, родовые башни, израненные, но гордо стоявшие в ожидании своих хозяев. Магомед Башир Цискиев, вынесший на своих плечах всю горечь доставшейся нелегкой доли, любил каждый уголок родной земли. В этих горах нет нехоженной им тропинки, селения, где он не знал бы историю каждой башни, не знакомился с жителями, не искал исторической правды. У него были полные списки наших историко-архитектурных комплексов. Запас у него был откуда-то. У него были записаны легенды. Я его пригласил замом в январе 2000 года. С ним были наши мысли и сердца. Мы шли к нему с наивной любовью. В него, как дети в сильного отца, мы верили и мужеством, и кровью. Магомед Башир старше меня на 15 лет, и я его запомнил не только в роли брата, но в роли отца, я так сказал бы. Отца у нас не стало с 1951 года, когда мне год исполнился. И Магомед Башира я запомнил в роли отца. Глубокое соучастие, переживание в радости народа, сопереживание его с народом вот, в его бедах, в его тяжелое время этого народа. Вот эти качества для меня стали запоминающими, и я вам должен сказать, именно на этих качествах я и воспитался. Вот для меня, вот, вы знаете, не только говоря о своем брате Магомед Башире, но смотря на это поколение 30-х годов, вот он с 30-х годов, вот для меня таким неотвеченным остается вопрос. Вот в 40-е годы, тяжелое время, вот, будучи в ссылке, каким образом вот, часть этого поколения, что их двигало к учебе, к знаниям. Вот, я помню вот, из рассказа Магомеда Башира, что из мешковины шили одежду, и десятки километров в буквальном смысле по снегу, по степям, по тайге шли в школу дети, чтобы получить знания. 22 августа 1936 года в селении Атары, ныне Чернореченском пригородном районе, в семье Цискиевых родился сын Магомед Башир. 8-летним его оторвут от родины и с клеймом «Враг народа» отправят в далекую Сибирь, в Кустанайскую область, где вечерами на закате солнца ему будут видеться отчетливо очертания Кавказских гор, память о которых жила с ним все годы выселения. И там он учился жить, выживать, учился осмысливать мир в предутренних сумерках через пустырь, бредя 5 километров до школы со своими сверстниками. Рано утром вставали еще, чтобы вовремя прийти в школу, темно, и дети, оставив его, потому что он не вышел, наверное, ушли сами. И я, говорит, выскочил, чтобы их догнать. И в надежде, что я их догоню, иду, бегу, говорит, и раз смотрю, где-то далеко, темно еще, вижу шевеление, движение.
И я скрикнул, вот я вас догнал, там назвал кого-то кем-то. Я подбежал, говорит, и такая лошина, и там волки. Да, там Вахдонец. Вот. Волки, говорит. Я оцепенел, говорит, постоял. Они встали, обошли меня, там несколько волков. Принюхались, наверное, и ушли, говорит, оставили меня. В 1956 году семья Цицкиевых возвращается на родину. Магомед Башир поступает на исторический факультет Чечено-Ингушского педагогического института. И, по словам его друзей, он был учителем-историком от Бога, патриотом, через сердце свое пропускавшим страдания и боль народа, с особым трепетом души, который он любил. Мы были знакомы, если не соврать, 57 года. 57 года, когда перевелся в город тогда Орджоникидзе, Нина Владикавказ, из Алматинского института на второй курс. И вот я жил там у своей Куштов, он приходил как родственник Куштов, и тогда я с ним познакомился. Это первое такое знакомство было. Потом, так мы встречались иногда просто. Уже более плотное сближение у нас произошло в начале 70-х годов. Дружили плотно с ним. Он ко мне приезжал, в Гродно бывал. Я узнал его семейную жизнь. Очень человечный, гуманный, предельно честный. Вот. Край любил, народ свой любил. Знал хорошо историю. Магомед Башира не раз испытывала судьба, кидая в пучину бурь мирских, но он всегда выходил на берег жизни умудренным, спокойным и готовым к следующим испытаниям. После событий 1973 года Магомед Башир Цицкиев, вынужденный уйти с педагогической арены, приходит на цирковую. 8 лет работает администратором цирка, затем в редакции газеты «Сердало». Магомед Башир son özü su redaktsiya bolğuyeç. Ezreis bädeslykçyr. Декабре. Тагын мудагдах, Абадиев Бек, Магомед Башир Цицкиев, Шкагинах, Магомед Рашид Пулиев, Магомед Рашид радио бар Бадыр Ялч. Дезертхо. Магомед Башир дал оритм болцо, аламышки деймін, тидза, вудза галай, қонақ ваддалышсак бар, алдежісак бар, ханы алшыйын, сабырдар, езделдар, улықдар, әддар, ждареги улқыш доқыш қылсагақ, цоғалқыз қонақ вәді. Ішсак бар, газеті бақ бар, сердалу, цоған, соен-чан. Цынгыр дұққырны осылық қылыр сон, ханы алшы, халда болыш қылш, со корректорлы вер, эгер халық сердалу бақ болчан. Так, корректор бог, эгер бех тоқмей бог бы. Соны осыл деж, даже ер зав отдела вырмовцын, Магомед Башир Цухан, дежурный школар, ар номерах, цацы журналист. Сдачи. Юхдаг двасын с Ezreis бай детлых квалахчер, уз сей журналистов, да, есть чхан. Магомед Башир ялсын рекомендация, эгер халхар рекомендация. Цутай парам дислы цықы. Так, Башир Кастоев, Башир елыр. Цушине шын Башир елырсын рекомендация. Аламышки грамотный яздур, саналы аметл яздур, ши цуған сердылы аламетл дур яр. Магомед Башир Цицкиев в минуты душевного дискомфорта сливался с природой, приезжал к родным горам, к матери, которую горячо любил. На выходные дни приезжал, несколько выходных пропустит. Мать очень переживала, почему Башир не приезжает. Старался как-то компенсировать свое отсутствие перед матерью. Да,
именно вот казалось, вот в эти периоды, да, он вызывал даже удивление, вот он был, казался слабым человеком, который ждал внимания в себе, жил достаточно времени в Волховстан, работал директором школы, тоже очень... Какие годы? Так, директором школы, насколько я помню, он где-то работал 64 по 68, 69, вот эти года, насколько мне помню, где-то 6 лет он проработал там. Да, тоже очень вот, запоминающее время было, в каком плане. Он работал директором школы, а действительно по натуре был именно учителем. По призванию, понимаете? Не просто учитель пришел на работу, выполнить по совести свою работу. Он вкладывал душу в эту работу. Почему это для меня было запоминающим? Я в тот период сам был учеником, и он, приезжая домой на выходные дни с Алхастов, с такой любовью, с таким интересом рассказывал о своих учениках, гордился ими и говорил, что вот если вот такие у нас растут, то у нас будут люди. Вот эти люди пригодятся для нас. Вот эти люди внесут какой-то вклад для народа. Да. И если вот были вот ученики, которые не совсем отвечали требованиям школы, и вот его требованиям как учителя, как директора, он тоже очень болезненно это воспринимал, переживая не только там за какую-то личность, за имеющую там свою фамилию, имя, а именно как гражданина, вот, частицу нашего народа. В телевизионной передаче «Истоки» в 90-х годах Магомед Башир Цицкиев вел историографическую страницу, повествуя о прошлом народа. ومتر مكر ديشن كذا دا بأن مقبو بأن شان ديش أزر عاري بأن سلوه دي أشمتي باه أيجابش سيقول ديك دا بهابش سيقونا ديشن نه باهش با غالج يا أرقونا أي جايش غالج متكي دقي هنسيج نحتا بخا سيقول سوندك دا أستيز سخديها ديها ديش بهاب سيقنا وندك دواش هنحتا باتش بهاباتش غرق يا شورتا جاد يعتج والمرش صدق ما ردات سان يغير شيء истории легенда ждала журти из сюрта история динул долаш хаднच агачи ережа дуцик давай арган передачи чхана. Его жизнь тесно связана с судьбой Ингушетии. Он всегда жил надеждой и чаянием своего народа. Как историк, анализировал пути развития и исторические процессы, происходившие в разные периоды с его малой родиной. Он любил слушать рассказы стариков и сам был интересным собеседником. Мухаммад Башира я очень мало знал и очень сожалею о том, что его мало знал. Хотелось быть ближе к нему, больше знать его. Вот, разница в возрасте какой-то отпечаток накладывала. Ну, и занятость в разных сферах наша тоже имела значение. Но в любой случай, когда он меня подворачивался, постоять возле него, послушать его, посмотреть, как он общается с людьми более старшего возраста, вот такие случаи у меня были, и я старался использовать, когда я слышал, что где-то они собираются, цан урлата, цан улук. Самое главное, что это был не тяжелый человек. Он, может быть, и сложным был внутри себя, но он не был тяжелым для окружающих. Это человек, который мог разрядить любую обстановку. А вот мне не пришлось видеть его в тяжелых ситуациях. Но по рассказам людей, которым я верю, и которые действительно эти случаи были, это был человек, готовый пожертвовать собой
для каких-то действительно серьезных целей. Для меня, например, впоследствии стало наукой Урлат Сага, Баркулалар. Эти вещи у него были очень красивыми, он это умел сердечно сказать, и это притягивало к нему, это запоминалось. Вот, и казалось, что вот такого человека обслуживать, прислуживать ему даже приятно. Срок, отпущенный Всевышним, дан для сотворения добра, чтобы память, след, оставленный на земле после себя, говорил последующим поколениям о предназначении и выполненном сполна долге, суметь жить с пользой для людей, чтобы детям осталось доброе имя Отца. Не это ли было завещано и передано нашими отцами и дедами нам? В 2005 году Магомед Баширу Уцеевичу Цицкиеву присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия», которым он очень дорожил, гордясь развивающейся своей республикой. 14 февраля 2006 года перестало биться сердце Магомед Башира Уцеевича Цицкиева. Ему было неполных 70 лет. Сдавали цакир халхах. Кирдали шигирнда худдацер, нальчики халур тоши цан. Со халга рау хавар цигиши, аушигири арса курортный санаторий яциг. Ер ца шиколи да арса рау хачу да дехвен хаяттер цигиши халур тхоцан. Тиги ламушка долгуш. Голубые озера в Алматиге, циги халурту. Иш сахдин дау гуан хит жвац, что Магомед Башир. Вот ажу юхту ишмиши, шихан хатси ишмишал. Вечером он мне звонит лично сам из Сунжинской районной больницы, из хирургического отделения. Сообщая, что он находится в хирургии, ему предлагают оперативное вмешательство. Я спрашиваю, какой у тебя диагноз поставили? Он говорит, панкреатит, острый панкреатит. Я ему говорю, Башир, я сейчас приеду к тебе. Он говорит, нет, не надо приезжать. Это завтра будут операции. Говорит, не надо приезжать, даже, может быть, завтра, он говорит, или сегодня будет, неизвестно. Говорит. Ну, я знаю хирурга, заведующего, хорошего хирурга Богатырева Башира. Я говорю, все-таки, я, может, приеду. Он говорит, нет, не надо, случай, что завтра. Я говорю, может быть, я тебя переведу сразу. Нет, говорит, не надо. Ну, он такой, вообще он был человек такой, не любил из-за себя кого-то утруждать. Вот когда его не стало, действительно пустоту чувствуешь. Скажи мне, не исчезнет ли в горах, подобно эху выстрела ночного, мой голос? Мое песенное слово ответа, не нашедшее в сердцах, но ты меня взрастила в чистоте. И пусть я долго шел по бездорожью, я никогда не путал правду с ложью, не изменял добру и красоте. Вечер памяти, посвященный известному журналисту Магомед Баширу Цицкиеву. В концертном зале Министерства культуры собрались друзья, близкие и коллеги. Все те, кто знал и работал вместе с Цицкиевым не один год. Репортаж Беллы Альцеевой. Самые близкие друзья, коллеги и родственники Магомед Башира Цицкиева сегодня еще раз собрались вместе, чтобы почтить его светлую память. В концертном зале Министерства культуры было организовано мероприятие, на котором выступали известные ингушские писатели, ученые, общественные деятели. И каждый из них, говоря о Магомед Башире, вспоминал что-то свое, хотя все они сходились во мнении, что он был большим талантом и патриотом своей родины. Магомед Башир был очень общительным человеком, у него был очень большой круг друзей, и в основном все
те, кто присутствует, это люди, с которыми он общался, которых он знал, которые его любили и которые изъявили огромное желание присутствовать на этом мероприятии, а также принять в нем участие. Это человек, который был знаком очень близко с нашей историей, с нашими традициями, с археологией, с фольклором, широко эрудированный человек. Магомед Башир Цыцкиев свою деятельность начал с преподавания в Горской Джарахской школе. Затем работал в газете, позже все же вернулся в школу, но уже в качестве директора. А в 90-х Магомед Башир опять в журналистике. В 2005 году Магомед Баширу было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия». Он неоднократно награждался грамотами, премиями, ему объявляли благодарность за добросовестный труд и творческую инициативу. Din wel chanse yo ko yelish din wel lar soya ochula zunguz de shertish hat oshba do bese yan oshba jalas bir juz merkab yakhna o hawlin sabaka shuda shewukosh shewmutik hat shira shi tsaw variant esh amr bulqa ayj bana yazon bugarish kabrishna baoch так Магомед Баширович книж там сын его исыклар ветви дал хабл хенер на службе. Яхлюш, он очутилуш, хейн садва. За вы ханзади хана дабал златишна хава. Ez дабахав дик тахан тержи ахер уш. Дик он хидабахав. هذا اللي هنا إيش ضرب خبر أن تساعد ديكير موضوع هم ويقام فيه موضوع هم تخندش دي سويت دولار ده. Как журналист я с ним работал уже с конца 1979 года. Учился у него сначала, учился чему? Честности, порядочности. Он умел хорошо подбирать факты, умел хорошо работать с людьми, разговаривать с людьми. Это тоже очень много значит в журналистской работе. Особое место в творческом наследии Магомед Башира Цыцкиева занимают его телепередачи, посвященные древней истории Ингушетии, их архитектурному искусству. Одновременно эти телепередачи были злободневными, и в них нередко ставились вопросы современности.